Занятия в художественной школе идут полным ходом. Ребята увлеченно рисуют композиции, лепят из глины, работают с фетром, выжигают узоры. Каждый урок по-своему ценен и важен в деле подготовки будущих мастеров. Сегодня в художественной школе обучаются около 600 ребят. Занятия ведутся по таким направлениям, как дизайн и моделирование, компьютерная графика, живопись и рисунок. Юные дарования также учатся художественной обработке дерева. Меня научили самому главному – живописи, основам. Я уже умею рисовать натюрморт, понимаю в светотени, хорошо разбираюсь, умею уже штриховать. В галерее Урала были размещены порядка 100 лучших работ учеников, преподавателей и выпускников художественной школы. Ограничиваться одним жанром сибайцы не стали и представили столичным почитателям изобразительного искусства рисунок, живопись и композицию. Отдельное внимание уделили декоративно-прикладному творчеству. Все работы отражали самобытность народа республики. Выставка продлилась 2 недели и собрала множество положительных отзывов. Что приятно, посещение было великолепным. Отзывы уфимцев, наших земляков, учащихся разных школ, преподавателей, вузов, СУЗов было замечательно. И я думаю, то, что мы окрыленно оттуда приехали. По возвращению творческих работ на родину было решено презентовать выставку и для сибайцев. Отрадно, что поддержать и поделиться радостью с юными и уже состоявшимися мастерами кисти пришли руководители городских предприятий и организаций, неравнодушные к эстетическому развитию подрастающего поколения. Останавливаться на достигнутом коллектив Сибайской художественной школы не собирается, ведь для совершенствования своих творческих способностей здесь есть все условия. Луиза Мустафина, Радмир Исенгулов, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.